Мы не должны были, когда была у нас возможность выбирать вот эту предательскую по отношению к своему народу власть. И сейчас мы пожинаем эти плоды. Всем привет! Хотелось бы отметить то, что повышение пенсии коснется всех, и в особенности нас, жителей Крайнего Севера. У нас население после 50 уже практически все инвалиды. И о повышении пенсии кто-нибудь сказал из правительства, Айсен Николаев, допустим, назначенный Путиным человек, хоть слово сказал о пенсии, о повышении пенсии? Нет, этого не было. Он назначенец, который будет действовать не в интересах жителей Якутии. Более того, что ждать от человека, который в 2016 году купил в 203-м микрорайоне 10 квартир для переселения граждан из аварийного жилья и передал их чиновникам? Слепцову Юрию Юрьевичу, заместителю генерального директора ГУП ЖКХ, Ефремовой Анне Евгеньевне, начальнику отдела по налогу ГУП ЖКХ, Долгунову Вячеславу Аркадьевичу, заместителю руководителя Министерства жилищно-коммунального хозяйства. От такого человека мы ничего не получим. Он наши интересы не будет защищать. Более того, разворует весь бюджет. Сейчас единственный способ, которым мы можем повлиять на так называемую реформу повышения пенсионного возраста, это не голосовать за тех, кто поддерживает реформу пенсионного возраста. Это единственный инструмент, который нам доступен. По этому сайту вы можете перейти и будете получать рассылку. Будет список политиков, поддержавших пенсионную реформу. Это наш единственный инструмент, а также митинги. Я призываю всех здесь собравшихся участвовать во всех митингах, вне зависимости, кто их проводит, если этот митинг против повышения пенсионного возраста. Завтра, к примеру, я слышал, что КПРФ проводит на площади Ленина тоже митинг. Несмотря на то, что у нас есть очень большие разногласия с местным отделением КПРФ, я призываю вас также присутствовать на всех митингах против повышения пенсионного возраста, потому что иного пути у нас нету. Также я попрошу вас, всех собравшихся, рассказать про этот сервис pensia.org всем своим знакомым, друзьям, зарегистрироваться на этом сайте и получать рассылку со списком политиков, которые поддержали пенсионную реформу, и не голосовать за них. Спасибо. Так что приходите на митинги во все против повышения пенсионного возраста. Вы придете на митинг? Да. За Айсена голосовать будете? Нет. Айсен шестерка Путина? Да. Айсен шестерка Путина? Айсен шестерка Путина. Айсен шестерка Путина. Айсен шестерка Путина. Кто-нибудь еще хочет сказать? Значит, вот мне сейчас 54 года. Я должен был, значит, 55 лет. Согласно, значит, закона о гарантиях лиц, значит, проживающих на Крайнем Севере, выйти на пенсию. А сейчас что получается? Значит, повысили мне пенсионный возраст на 5 лет. Могу я, значит, не дожить. Знаете почему? Потому что в России на сегодняшний день средний прожиточный возраст пожилого мужчину оказывается около 60 лет. А на севере, вот сказали, 50 лет. Вот и, значит, повышает пенсионный возраст до 65 лет. А человек, значит, не может, не доживем. Просто-напросто я не доживу до этого момента. Получается, что нас загоняет гроб, конкретно. Гроб. Я не побоюсь этого слова. Обидно то, что власть сама, значит, получает многомиллионные доходы, олигархи получают многомиллионные доходы. Вот Алдан золото, например, принадлежит этому Сулейманову, олигарху.
все эти доходы уходят из нашей республики. А республика, богатейшая республика, имеет столько, значит, полезных ископаемых, на котором можно прожить лучше, чем в Саудовской Аравии. Намного лучше, намного. И этот мост через реку Лену, это ерунда на самом деле. Его можно построить хоть завтра, при наличии, значит, у республики денег. А наша власть, на самом деле наша власть является марионеточным, вот имеется в виду республиканскую нашу власть, говорю, марионеточным правительством. Вот как раз сейчас организатор митинга напомнил мне. Я могу сказать, мало кто знает, что во время Путина, во время, когда у него была очень большая власть и никто не выходил против него, и не было Навального, тогда хотел отобрать у пенсионеров проезд. И в Москве перекрывали улицы. Они выходили и перекрывали, пенсионеры, и власть попятилась. Они смогли. А почему мы не можем? Все могут. Просто должны выходить больше. Каждый из вас должен в следующий раз привести хотя бы 3. Потом еще 3, те приведут. И тогда можно будет добиться. Якутск уже о себе дал большую молву, когда 75 было задержано. На 3-м месте по России был, после Москвы и Питера, по количеству задержанных. Уже тогда узнали, что Якутск не согласен. И именно благодаря этому в том числе тоже сняли прежнего президента. Вот, поэтому не надо думать, что вот горстка не может ничего решить. Знаете, на 1-м съезде РСДРП было еще меньше народу. Но они смогли.